Уже совсем скоро эту школу будет не узнать. Работа предстоит масштабная. Замена кровли, потолков, окон, дверей, лестничных маршей. И это только часть предстоящих работ. В настоящее время 100% завершены демонтажные работы. Проводится работа по устройству кровли. Стропильная система и гидроизоляция уже выполнена. На главном корпусе уже 60% уже выполнены кровельные работы. Внутри здания проводятся штукатурные работы. 3-й этаж полностью закончили. На каждом из этажей по несколько рабочих бригад. На 2-м уровне маляры продолжают шпаклевать стены, которые до этого пришлось хорошенько выровнять. Завершить планируют через неделю. Помимо отделки проводится ремонт систем отопления, водоснабжения и канализации, также электромонтажные и другие работы. Электропроводка уже практически 70% уже выполнена. Также выполнена, завершается уже слаботочные линии, имеется в виду пожарная сигнализация, видеонаблюдение. Еще здесь заключены контракты полностью. Сейчас на днях должны начать холодное, горячее водоснабжение, канализация. В общем, все виды работ охвачены. Образовательное учреждение функционирует с 2001 года. Здание рассчитано на 540 мест. Косметический ремонт проводится регулярно. Но настало время для капитального ремонта, признается директор Казбек Лотарев. Нужда была большая, потому что в некоторых помещениях имеются трещины. Это первое. Второе. То, что внутри сколько ты не крась, сколько не подкрашивают, все равно капитальный ремонт – это конкретное дело. В том числе и крыша. За 22 года дело в том, что в многих местах проходилось. Мы каждый год латали его, так сказать, бетоном и цементом. Однако все равно вода проскакивала, поэтому необходимость была большая. Теперь же беспокоиться не стоит, уверяют специалисты. Все необходимые условия для комфортного обучения уже создаются. За качеством и исполнением работ в срок здесь следят сотрудники технадзора. Демонтаж работ почти 100% истияния, трубы 60% истиян, электрика 90% тоже истияния. Надан болбиш болқыш штукатурщик был. Капитальный ремонт в 3-й школе проводится в рамках государственной программы Российской Федерации развития образования. На время ремонта ученики расформированы по другим учреждениям. С подобным режимом обучения столкнулись и в других школах республики, которые также были отобраны для проведения капитального ремонта. Капитальный ремонт в нашей республике осуществляется в рамках государственной программы по модернизации школьных систем образования. В текущем году в рамках данной программы мы планируем отремонтировать 16 организаций общего образования, в том числе и среднюю школу номер 3 в сельском поселении Плиев. Работы уже начаты и планируем завершить их к 1 сентября, то есть к началу нового учебного года. В рамках данной программы на территории именно этой школы, на базе школы будут проведены все необходимые работы. На реализацию проекта выделено больше миллиарда рублей. Также в 2024 году по линии той же госпрограммы Минстрой Республики намерен отремонтировать 10 школ на сумму свыше 900 миллионов рублей. В целом с 2023 по 2026 год в регионе планируется масштабная реконструкция 68 школ Ингушетии. Малика Измайлова, Асхаб Белакиев, Новости 24.